В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. На защиту лесов сегодня отправляются добровольцы со всей Якутии. Немалую помощь, сбор денег, лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости оказывают добровольцам многие трудовые коллективы. Не осталась в стороне и Федерация профсоюзов. Гость студии Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов Республики. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Во всех организациях республики профсоюзы становятся инициаторами такой помощи. Как проводится такая работа? Хочу сказать, в действительности, без профсоюзной организации и согласно законодательству в целом, сбор, проведение таких акций все равно с ними согласовывается. Конечно же, наши профсоюзные активы, они очень инициативные. И смотря то, что происходит у нас в республике, конечно же, это тяжелая пожароопасная ситуация. Ну и, конечно же, последствия уже пожар в селе Бескölь тоже, конечно же, не оставил без внимания профсоюза. Поэтому в основном это идет решением трудовых коллективов. Просто так физические лица могут самостоятельно выходить или общим решением коллектива принимается. Сегодня на борьбу со стихией, как я уже и говорила, идут добровольцы, работники организаций и предприятий республики. Каким требованиям они должны соответствовать и какие специальные гарантии есть для них, закрепленные, предусмотренные по трудовому законодательству? Конечно же, прежде всего это физически здоровые люди должны быть. Ситуация там на работе, на местах очень сложная, особенно задымленность, поэтому здесь во-первых, конечно же, это добровольность, во-вторых, это не только просто так посылать, они должны быть оснащены соответствующими средствами индивидуальной защиты, да? Ну и, конечно же, рабочим инвентарем. Предприятия организации в основном, когда до создания единого штаба, конечно же, они сами оснащали, и на местах тоже так идет оснащение, но созданием единого добровольного штаба, здесь уже, когда добровольцы заявляют, идет их обеспечение и инвентарем, и средствами индивидуальной защиты. Здесь надо два момента. Во-первых, если предприятие само командирует, однозначно это приказ должен быть издан от командирования на эту работу, а если есть добровольность, то это уже в нерабочее время, то уже, так скажем, не с учетом сохранения заработной или командировочной, это уже за счет средств на пожаротушение должны идти. Лето этого года стало насыщенным для работников лесных отраслей. Зная, что еще в начале лета профсоюзы отстаивали права работников лесного хозяйства, также сейчас вами ставится вопрос реабилитации этих работников после пожароопасного сезона. Как проводится работа в этом направлении? Хочу здесь отметить, что все-таки, несмотря на то, что подготовка к пожароопасному сезону, никто же не ожидал, что оно будет таким сильным, и очень много возгораний. Поэтому на местах была неготовность, и все эти проблемы были повышены на этих представителей лесоохраны. Здесь с чем, конечно же, мы не совсем согласны были, и профсоюз работников лесных отраслей ставила задачу. Но, конечно же, прокуратура проверяет целостно соблюдение законности, да, требования, что должны провести. Но не во всех этих случаях виновны эти лица, организаторы, как руководители по тушению пожаров. Поэтому здесь надо смотреть с двух сторон. Прежде всего, это, конечно же, финансовое обеспечение, материальное обеспечение, да, на проведение таких работ при чрезвычайных ситуациях. Поэтому было обращение в Центральный комитет профсоюзов лесных отраслей. Конечно же, нас тоже поддержали. И, конечно же, большую помощь в этом вопросе оказал глава республики Арсений Сергеевич и оперативный штаб. Они вышли с просьбой вообще пока приостановить эти,
проверки и все внимание обратить конкретно на пожаротушение. Но в любом случае после этого пожароопасного сезона будут разборки, и мы готовы защищать интересы наших работников, если в действительности в большей степени мы считаем, что они не виноваты. Поэтому возбуждение уголовных дел, конечно, это очень сложно. И при этом хочу сказать, что в лесных отраслях у них уровень заработной платы очень низкий. И не получится ли так, что если начнутся гонения, то фактически специалисты уйдут. А это еще больше серьезная проблема уже в предыдущем сезоне будет. Поэтому в любом случае. А так, хочу сказать, что в действительности они на передовой. И не только мы будем ставить вопрос о прохождении реабилитации. К сожалению, законодательно у них не предусмотрено ни санаторно-курортное лечение. Поэтому эти вопросы, конечно, в дальнейшем будут ставиться. И вы знаете, что сейчас и в нашем парламенте создана рабочая группа, куда мы внесем также свои законодательные инициативы. Ну и, конечно же, и не только работников ГАО «Лесресурс», но и всех, думаю, что огнеборцев, которые напрямую работали на тушении пожаров, необходимо, нам надо будет уже пройти оздоровление. В действительности это, ну и то, что Арсений Сергеевич также по просьбе его пригласил работников здравоохранения вообще изучить последствия, на дыхательные пути. Это в действительности это надо. И на основе этого уже также на законодательном уровне и еще в нормативно-правовых актах для огнеборцев эти моменты надо уже предусмотреть. Обязательно потом прохождение их оздоровления. А как работодатели должны учитывать труд своих специалистов на тушении пожаров? Ведь многие выезжают помогать в выходные, то есть находясь на рабочем месте. Ну, выходной это уже не рабочее место. Как я уже сказал, если на несколько дней в рабочее время, однозначно это должны быть откомандированные. Но нерабочие выходные в большей степени это добровольно идут. Но хочу сказать, что сейчас со всеми добровольцами, которые уже работают на тушении пожаров, сейчас очень большая работа по созданию минерализованной полосы идет. С теми заключаются договора. Во всех населенных пунктах, во всех районах есть уполномоченные организации, которые фиксируют все лица, и там с ними заключаются договора. Конечно же, речь идет об оплате за проработанное время, и плюс предусматривается страховка. Якутия-Лесресурс комплексно уже заключил договора с страховыми компаниями. А как же коллективные договоры? Нужно их как-то изменить в связи со стихийными бедствиями, которые будут возникать все чаще, по мнению ученых? Ну, на самом-то деле, здесь не коллективный договор, а, вы знаете, вообще на случай Ч, как говорили, во время военных действий или все-таки у нас есть гражданская оборона. Во всех муниципальных образованиях и государственных органах есть эти мобилизационные мероприятия. Эти мероприятия мы готовы быть и также для борьбы со стихией. Нам надо все это пересмотреть. Однозначно должны быть эвакуационные пункты, резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это моменты нам надо возобновить. И в этом вопросе, конечно же, предприятия и организации должны быть готовы. Ну а в частности коллективных договоров и здесь возможность предусмотрения, конечно же, есть. Коллективный договор заключается у нас на 3 года, но это не говорит, что если мы на 3 года заключили, то ничего менять не будем. Надо настаивать, отстаивать, то есть внести предложение. Представители работников, значит, это профсоюзы, должны вносить свои предложения по изменению в коллективные договора. А какие вопросы ставят профсоюзы перед работодателями по сокращению рабочего времени во время задымления?
Да, в действительности, вот очень сложное время, и задумленность превышает 20-30 раз. Вы знаете, что вышел указ главы республики на объявление нерабочего дня, но также рекомендовано работодателям сокращать рабочее время. Я думаю, что у большинства на самом-то деле коллективных договорах предусмотрены или должны быть предусмотрены вот такие, мы же там предусматриваем в жаркое время, да, или в холодное. Если не соответствует, рабочее место не соответствует, то однозначно в действительности надо принимать решение о сокращении рабочих дней. Пока вот нерабочий день только один день был объявлен, но исходя из ситуации, работодатели могут, согласно коллективному договору, принимать такие решения. Это надо все это тоже предусмотреть. А будет ли это закреплено как-то законодательно? Будет ли профсоюз инициировать такой законопроект? Да, на самом-то деле и это тоже предусмотрено в санитарно-эпидемиологической ситуации, да, если такие вот ухудшающие есть, поэтому вот такие решения принимаются. Но наша сторона, мы должны убедить, чтобы во всех коллективных договорах, которые регулируют отношения между работодателями, и мы должно быть предусмотрено, и мы также будем в нашем соглашении уже, я как и уже говорил, после вот этих пожароопасных сезонов все равно будут вводиться итоги. Все это надо учесть, и в нашем соглашении между правительством, профсоюзом и работодателями это тоже нам предстоит учесть. А вот как быть предприятием, где частный сектор, то есть нет вот больших профсоюзных организаций? Да, это, конечно же, проблема. Но если нет профсоюза, то можно избрать представителя работников, которые будут защищать их интересы. Пока только так. Николай Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. А я напомню, гостем сегодняшней программы был Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов Республики. Оставайтесь на нашем телеканале.